فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха! Я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же Его и повинуйтесь Ему. Ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, сегодня мы расскажем героическую историю одного храброго и великого сподвижника. Это человек, которого своими благородными руками предал к земле сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. До принятия ислама его имя было Абдуль-Узза. Мусульманином он стал в возрасте 16 лет. А причина его принятия ислама следующая. Когда сподвижники совершали переселение в Медину, они проходили через племя Музайна, к которой и относился герой нашего рассказа. Он стоял и видел переселяющихся сподвижников, и в один момент к нему подошли некоторые из них и рассказали ему про свою религию ислам, после чего он тут же вошел в эту религию. Своих родителей он потерял еще с детства и рос со своим дядей, который подарил ему роскошную жизнь. Абдуль-Узза был единственным ребенком в своем поселении, у которого была своя лошадь. Он наряжался в самые дорогие одеяния, которые привозили из Шама. Так вот, когда рядом с ним проходила очередная группа сподвижников, он подходил к ним с просьбой, чтобы те обучали его Корану. Но сподвижники не могли долго оставаться на одном месте по причине гонений со стороны неверующих из Мекки, и поэтому были вынуждены обучать Корану на ходу. Так Абдуль-Узза преодолевал с ними некоторое расстояние, получая от них знания Корана, а на следующий день, когда проходила другая группа переселенцев, он подходил к ним и рассказывал им то, чему научился от ранних сподвижников. Сподвижники предложили ему присоединиться к ним и отправиться в Медину, чтобы там встретить посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Но он отказался и сообщил, что будет вынужден остаться со своим дядей, который растил его с ранних лет, и не сможет примкнуть к ним, пока его дядя не примет ислам. Абдуль-Узза провел 3 года, рассказывая своему дяде про ислам, пророка и единобожие, в надежде обратить его в ислам, но все его старания оставались тщетными. Когда же прошли 3 года, он громогласно заявил своему дяде о своей новой религии и намерении переселиться в Медину, предложив тому отправиться с ним к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Его дядя был сильно разгневан таким решением своего племянника. Он пригрозил ему, что лишит всего, что он имеет, и даже в порыве гнева порвал одежду, что была на нем. Но в ответ Абдуль-Узза дал ясно понять, что он ни за что не откажется от своей новой религии, и с порванной одеждой почти что голый вышел на путь к Медине. По дороге он обнаружил валявшуюся шерстяную ткань, половиной которой он закрыл нижнюю часть своего тела, а другую закинул на плечи. Когда он вошел в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, спросил его, как его зовут, почему он без одежды и что привело его в Медину. Тот рассказал, что его зовут Абдуль-Узза, и поведал историю прибытия в Медину. Послушав его историю, посланник Аллаха дал ему новое имя. Отныне его будут звать не Абдуль-Узза, а Абдуллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также причислил его к сподвижникам-беднякам, которые назывались Ахлюс-Суффа. Когда Абдуллаху исполнилось 23 года, был объявлен священный джихад на место под названием Табук. Абдуллах подошел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и попросил его обратиться к Аллаху с просьбой даровать ему мученическую смерть на его пути. На что посланник Аллаха произнес: «О Аллах, сделай кровь Абдуллаха запретной для мечей неверующих». Абдуллах удивился этим словам и сказал, что это совсем не то, что он просил. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, поведал ему, что Всевышний Аллах дарует степень шахида даже тому воину, что упал со своего животного и умер, и даже тому, кого охватила сильная лихорадка и умер от этой болезни, и что, скорее всего, Господь миров дарует ему степень шахида именно таким образом, не спосылав на него лихорадку. Когда мусульмане одержали победу в сражении при Табуке и возвращались обратно, Абдуллаха настигла сильная лихорадка, впоследствии чего он был сильно болен. Сподвижник Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что в одну из холодных ночей он лежал в своей палатке и вдруг услышал, как кто-то копает яму. Он выскочил из палатки и побежал к палатке посланника Аллаха.
но не обнаружил его внутри. Он побежал к палаткам Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими Аллах, но их также не было внутри. И вдруг он заметил посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, роющего могилу своими руками, а вокруг него стояли Абу Бакр и Умар, держа в руках светильник. Он подошел и спросил пророка, для кого он роет могилу, и что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, что умер Абдуллах от той самой лихорадки. Тогда он с укором обратился к Абу Бакру и Умару и спросил, почему они позволяют рыть могилу самому посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Те ответили, что пророк запретил кому-то принимать участие в погребении Абдуллаха. Затем посланник Аллаха повелел нежно передать ему труп Абдуллаха и сообщил, что он любил Аллаха и его посланника. Он обнял его тело и начал сильно плакать, заливая слезами его саван. Пророк 4 раза произнес слова такбира и обратился с мольбой: «О Аллах, я остался доволен Абдуллахом, будь же и ты доволен им». Рассказывающий эту историю Абдуллах ибн Масуд говорит: «В эту ночь я желал оказаться на месте этого трупа, которого предают земле». И это несмотря на то, что сам Ибн Масуд является одним из тех, кто был обрадован раем еще при жизни. Эта религия, этот священный Коран дошли до нас благодаря именно таким героям, как Абдуллах. Сегодня против ислама восстала новая партия сатаны, стремящаяся осквернить Коран и посягнуть на исламские ценности. Они хотят погасить свет Аллаха, но Господь миров сообщил, что Он доведет до полноты свой свет. Против этой близкой группы самоотверженно и героически выступил наш глава Рамзан Хаджи Кадыров вместе со своими соратниками. В знак воздаяния за ревность к своей религии Всевышний отправил на наши земли выдающегося ученого современности в области таджвида и разновидностей чтения Корана шейха Аймана Сувейда. Тот же, в свою очередь, выразил благодарность нашему народу за теплый прием и особо подчеркнул роль нашего главы в распространении шариатских наук, назвав его шейхом в том, что касается и внешних, и внутренних качеств, как благонравие, крепкая вера и любовь к религии. Визит этого ученого в нашу республику с целью повысить уровень преподавания Корана – это беспрецедентный случай для всего Кавказа. Пусть Всевышний Аллах воздаст благом нашему главе за его старания в пользу ислама и не лишит его того имени и того статуса, что он достиг за свои благородные намерения и тяжелый путь во благо мусульман.